Ассаламу алейкум, Махкой. В последние годы российские власти усилили попытку создать единую государственную идентичность и историческую память. Это видно из таких документов, как указ президента России от 9 ноября 2022 года под номером 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и указ от 8 мая 2024 года под номером 314 об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения. Эти документы продвигают идеологию русского мира, которая является инструментом культурного и политического доминирования. Однако такая политика представляет серьезную угрозу для народов, чья идентичность и историческое наследие не согласуются с официальной российской идеологией. Одним из таких народов является чеченский народ, который имеет долгую историю борьбы против российской экспансии. История чеченского и русского народов – это история непрекращающейся борьбы, в которой чеченцы сражались за свою свободу и независимость. С первых столкновений в XVIII веке и до недавних войн в XX веке чеченцы упорно сопротивлялись попыткам России подчинить их землю и народ. В этой борьбе чеченский народ выдвинул таких национальных героев, как шейх Мансур, Бейбулат Таймир, имам Шамиль и другие. Однако в современной России эти исторические фигуры используются коллаборационистской властью в целях собственной героизации, тогда как герои недавней борьбы за независимость, такие как Джафар Дудаев, Зелимхан Яндербиев и другие, продолжают считаться сепаратистами и террористами. Это яркий пример двойных стандартов. Одни фигуры возвеличиваются как герои, а другие демонизируются, в то время как российские военные и политические лидеры, подавляющие чеченское сопротивление, также прославляются как герои. И эта несовместимость идентичностей становится особенно острой в свете продвижения идеи общегражданской идентичности, основанной на русском мире. Русская культура и история преподносятся как образец для подражания, в то время как другие идентичности вытесняются или подчиняются. Для чеченцев принятие такой идеологии означает отказ от собственной истории, которая веками противостояла российской экспансии. Российская политика унификации идентичности представляет серьезную угрозу для чеченского народа. Попытка стереть уникальные черты чеченской культуры и истории, навязывая российский нарратив, лишает чеченцев их национальной самобытности. Исторические события, важные для чеченской идентичности, искажаются, а герои национально-освободительной борьбы очерняются. Это не только унижает историческую память чеченцев, но и создает условия для утраты их идентичности будущими поколениями. Российское государство также пытается навязать чеченцам общую систему духовно-нравственных ценностей, которая подавляет их традиционные верования и культурные нормы. Это может привести к утрате национального самосознания и самобытности чеченцев, что угрожает их существованию как народа. Кроме того, внедрение единой модели духовно-нравственных ценностей, не учитывающей исламское наследие чеченцев, угрожает их религиозной идентичности и внутренней сплоченности. Ведь в пункте 6 об общих положениях сказано:
особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. В условиях, когда российская политика унификации угрожает существованию чеченского народа, сопротивление становится необходимым. Навязываемая единая историческая память и общегражданская идентичность несовместимы с историческим опытом чеченцев, которые веками боролись против российской экспансии. У чеченцев и у россиян нет общего прошлого, и, следовательно, не может быть общего будущего в рамках Российской Федерации. Главное препятствие для интеграции чеченского народа в российскую гражданскую идентичность – это его стремление к независимости и суверенитету. Эта идея глубоко укоренена в самосознании чеченцев и делает невозможным принятие любых указов и решений российского руководства, которые не признают это стремление. Чтобы сохранить свою идентичность, чеченцам необходимо противостоять навязыванию чуждых ценностей и нарративов. Это требует долгосрочной стратегии, направленной на защиту культуры, популяризации истории и воспитания будущих поколений в духе уважения к своим национальным героям и традициям. Мы должны сохранить уникальность чеченского народа и передать его будущим поколениям. И в завершение хочу обратиться к своим братьям и сестрам. Каждый из нашего народа, где бы он ни находился, для меня как брат и сестра, если он живет идеей независимого чеченского государства. Сегодня, как никогда, чеченскому народу нужно единство и решимость, независимо от того, где мы находимся. Наше стремление к свободе и независимости должно оставаться неизменным. Ислам, язык, традиции и память о наших героях – это то, что нас объединяет и делает чеченцев уникальным народом. Сопротивление российской ассимиляции начинается с сохранением этих основ в каждой семье и в каждом сердце. Помните, что никакие указы или законы не заставят нас забыть нашу историю. Герои нашей национально-освободительной борьбы остаются символами чести и свободы, и никто не сможет отнять у нас эту память. Каждый из нас должен работать над сохранением чеченской культуры, языка и традиций. Мы должны воспитывать своих детей в духе уважения к своей истории, обучать их родному языку, передавать им знания о наших героях и учить их гордиться своей национальностью. В условиях оккупации именно мы, свободолюбивые чеченцы, являемся носителями и защитниками подлинной чеченской культуры. Будущее нашей идентичности зависит от каждого из нас. Противостояние российской агрессии – это не только борьба за территориальную независимость, но и за сохранение нашей души, культуры и истории. Пусть дух наших предков ведет нас к этой борьбе и помогает сохранить нашу уникальность для будущих поколений.